Місійны касцёл. Пасланнікі Хрыста ў свеце. Хвала Христу, шановні слухачі Радіо Марія, вітаю вас. Сёння паспрабуем даведацца больш інфармацыі пра католікаў, якія жывуць, моляцца ў Чалябінску. Ёсць ужо з намі на сувязі айцы палатынцы. Хвала Христу. І калі можаце, прадставьцеся, калі ласка, вось, каб ведалі, з кім размаўляем. Отец Ян Высоцкий, настоятель прихода. Отец Сергей Бильдис, викарий прихода в Челябинске. Мы из Ворнова, сами из Беларуси, вот уже 2 года работаем в Челябинске. Ну, за 2 гады не забыли яшчэ мову, я чую, беларускую, так? Ну, разумеем, але ўсё адказваць паспрабуем, але як аглядалі мы з трансляцыю з сястрой, з монахиняй назарытанкай з Аўстраліі, што можа нам па расійскай мове будзе латвей і лепей. Калі можете трошки расказаць, па-першае, да якой вы дыяцэзіі адносіцеся і ўвогуле, колькі ў такой вялікай Расіі дыяцэзій? Як там вось падзел такі католікаў адбываецца? У Расіі 4 епархіі, 4 дыцэзіі. Архіепархія, архідыцэзія ў Маскве, там архіепіскап, арцыбіскуп. Наша дыцэзія епархія Новосибирская, наш епископ Иосиф Верт, он иезуит, его родной брат работает в Витебской епархии у нас в Беларуси, так само иезуит. Еще есть епархия дыцезия Саратовская, это Кавказ, там Краснодарский край, Ростов, Саратовская область. Ну и так само наибольшая, навейшая епархия на всем свете дыцезия Иркутская, всю сибирскую часть и восточную России занимая. Всего у нас 4 бискупа у всей России, а теперь вот номинация еще одного помощнича до допомоги епископа у Московской архиепархии, архидицезии, и будет новый ксенц, бискуп русский. Вот так, белорус один наш, у епархии у Иркутску, 2 немцев и, если не ошибаюсь, итальянец. Так, вот первый русский епископ будет бискуп. Нас пригласил бискуп Иосиф Верт через генерала нашего, который находится в Риме. Наш генерал индус, он попросил бывшего провинциала, который теперь уже епископ вместе с Мазуром бискупом, он там допомагает в армии Мазурах, и он там, как это там правильно называется? Допоможет. Не, это дыцезия, как называется? И... Забылись? Элская, да. И вот он нас запытался, чем мы хотим приехать, и вот мы приехали. Католиков у Новосибирской епархии мало, але вось далеко ксяндзы друг от друга. И наша парафия, наш приход на всю область Челябинскую. И у нас 1 костел только в Челябинске, 5 филиалов. Магнитогорск самое далеко, в одну сторону 350 километров. Потом Златоуст 130 километров в европейской части находится, как и Магнитогорск. И также Троицк, он состоит из 3 таких, можно сказать, городов. Троицк, Южноуральск, Ясные Поляны, такой поселок. И тоже Коркино, 70 километров от нас, и Копейск, 50 километров. В Копейске около 10-15 человек, в Коркино тоже так 15-20 человек. В Троицке 5 человек, 7. В Златоусте 3 человек, ну и в Магнитогорске так 15-20 человек. И раз в месяц надо ездить. Люди нас чекают там на сакраменты, на таинства, споведь, святая мша. Ну и так само, как встретиться с ксензом, поговорить, посповедаться, чаю попить. И вот такие пригоды у нас. И с ксензом Яном на этой неделе отзначали 2 года, как прилетели в Челябинск. Ну, то бок, вось я ведаю, што у біскупа там верталёты ёсць, то гэта такая не раскоша, да? Трэба лятаць, адлегласці вялікія. У вас яшчэ няма верталётаў, на чым ездзіце? Но мы на машинах ездим. Renault Logan,
Поло, там есть и транзит-форт. А на вертолетах там, наверное, больше на северной части, тоже в Иркутской, что там или на упряжке с собаками, или на вертолетах, а на севере на кроссоверах езжать, внедорожниках ксензы и не глушат зимой, потому что потом уже никуда не уедут. Али трактор маем. Да, в прошлом году купили для отснеживания и косить траву. Великая территория, треба ездить на трактору. Не белорус, конечно, а китаец, але все равно есть. Слухайте, ну вось цікава вельмі, хто, вот раскажыце трошки пра святароў, хто гэтыя людзі, вось вас з Беларусі забралі, таму што чаго? Мала вось рускіх католікаў, которые могуць быць святарамі? Оксёнс Ян, скажи. Ну, можно сказать, что святароў вельмі мало. У России, у нашей епархии, наверное, 5-6 святароў, которые родом с России, а вся епархия, 60 священников за границей, можно сказать, с каждого континента. И вот раз в год в Новосибирске есть встреча, где встречаются все священники, монахини, и также вот 3-4 дня есть молитва, разные конференции, и правда, видим всех братьев, сестер с разных континентов. И очень радостно, что все можем общаться по-русски, по-российски, и также молиться вместе, общаться, делиться своими практиками духовными, там, где каждый и работает. И это вот такая прекрасная встреча для того, что раз в год можем все вместе побыть. Вместе помолиться, вместе порадоваться, потому что каждый живет от себя очень далеко. Вот ближайшие священники – это Екатеринбург, это 200 километров от Челябинска. Яны рускія там? Ці з якого континенту, як ви кажете, з усіх ёсць, то адкуль яны там? Ну, можно сказать, настоятель мае русский паспорт, но корни мае немецкие, у Казахстане родился, у Чигистане, и викарий русский. Угу. Вот дали дрог ксяндза там. Ну, калі мы так пра этносы заговорили, то прыхажане у вас які таксама вельмі розныя, там вось беларусы, палякі, рускія, вось хто прыходзіць у касцёл? Разные. И белорусы, есть трошку корни белорусские, и также некоторые родились у Беларуси, и также россияне, поляки, немцы трошку есть, а также и африканцы, и также есть индус один, прихожанин, ну, можно из Казахстана трошку есть, ну, так можно сказать, все потрошку. Угу. Ну, я ўжо одно такое адзначыла падабенства з беларускай рэчаіснасцю, 4 тут дыяцэзіі, 4 ў Расіі, толькі трошкі адрозніваюцца тэрыторыі, так? Вось будзем зараз параўноўваць крыху. І ведаеце, хацела вас запытацца пра санктуары. Якія вось санктуары там ёсць? І ці ходзяць туды пілігрымы і адбываюцца пілігрымкі? Ну, у нашай дыяцэзіі нема санктуарыяў. И так не ведаем, что у России есть санктуариум. Ну, тяжко нам сказать. Может, у Казахстане. Тут ведаем, что в Казахстане есть люди, ездят тут, домой есть у Матки Божией санктуариум. А тут так не чуем. Молимся, что у нашем костеле будет санктуариум. Бо Матка Божия Фатимская есть. Ага. Это магчыма, так? Ну, маем надею. Все в Божьих руках. Угу. Вось ужо такая розніца ёсць крыху, так, з Беларусю. А тады яшчэ запытаюся пра сацыяльную працу. Вось святары, вы штосьці такое робіце? Ёсць якісь сацыяльныя цэнтры? Ну, у нас на тэрыторыі нашага прыхода і церкві ёсць Каритас, який займается детьми, детский клуб «Радуга», который принимает мусульман, православных, католиков, протестантов, неверующих, учит их, як позднее заховываться. Такая как продленка, вечерняя школа, и кого-то, или кто-то бедный, или шмат детей, или, может, какие-то проблемы, то вот такие есть детский клуб. Там наша католичка працує, и православная, Крість працювала мусульманка і ще одна православна педагоги.
Еще есть патронажная служба, которая займуецца лекі дастарчае да хворых, кастылі, хадункі, інвалідныя коляски, і таксама фізіятэрапію праводзіць з хворымі, як хтосьці штосьці патрабуе, то вось так, і як там трэба іх дзесь завесці, то мы ім дапамагаем. Таксама ёсць сам Карытас, который і рэчы дае, і яду людзям, і асабліва цяпер, як быў карантин, самаізаляцыя, людзі патрацілі работу, ці не мелі грошай, то вось Карытас гэтым займаўся. І ёсць мацерынская абіцель, калісьці наш Карытас, директор і сапрацоўнікі ездзілі ў калонію женскую, і там дапамагалі дзяўчатам, которые сядзелі в этой калоніі, асабліва калі дзяцей наражалі там у гэтай калоніі. Як яны выходзілі, то жылі ў нас, але пазней что-то там пошло не так, і закрылі гэты праект, але і далей ёсць так, што могуць дзяўчаты, которых там судзімасці, альбо выйшлі толькі з турмы, альбо з калоніі, альбо з псіхіятрычнай бальніцы, шпіталю, там і хоспіталя, то вось ім дапамагаць стаць на ногі, выплаціць крэдыты, можа у кого-то праблема з мужам, то вось такія асабліва жанчыны з дзецьмі і так вось дапамагаюць. Ну і так у нас ёсць у падвале наша Діана, прыхажанка, і людзі прыносяць адзенне і яду, і вось раздаюць бесплатна гэтым людзям. Можна сказаць, секонд-хенд толькі бесплатна. Прыязджаюць з вёсак, і тут з гарадоў, альбо мы з отцом Яном, калі ідзем да працы, патрабуем, можа, якую абутак чи убранне, то вось можна ўзяць. Альбо у нас что-то лишнее, то отдаем. Ну и так само детские лагеры проводим. Ну, теперь карантин, понятно, что это всего нету, коронавируса, але ось 2 раза в год проводили детские лагеры. Ну и так до хворых ездим раз у неделю, и хтось что потребує, то заўсёды можем дапамагчы. Нема такого, як у Польшчы, што у школу не вольна хадзіць, чи до шпіталя трэба, каб сям'я попросила у лекара, там, у врача, у доктора, чи може ксёндз прийсці. Ну і так само, там, як є якась імміграційна служба, то пишуть подання, і тоді ми можемо поїхати до якого був з Казахстана чоловік, з України, як потребують допомоги ксьондза, священника чи кого-нибудь. Ну і так, ось соціальне, наверное, так, що є підтримка, як хтось яду потребує, чи може хтось вопратку потребує, чи там духовної розмови, чи так само, як я говорю, лекі, чи там фізіотерапія, то ось це все ёсць у нашым прыходзе, у нашай парафіі. То бок у Расіі з гэтым значна прасцей, я так зразумела, так? Ніякага там упаўнаважанага па справах з рэлігіяй, ніякіх паперак, дазволаў. Все правильно я чую і разумею, так? У нас тут на Урале владзы тут самадзяржаве, которые ёсць там ФСБ, чи там мэры горада, чи наша района, то яны нам не мешают, даже поддерживают. Сотрудничаем, так. Помогают. Да, так, с протестантами так само. Зробить. Угу. Вывести, треба обрезать, то там все помогает. Угу. А вось я пачула, што касцёл у вас адзін. Гэта як будынак? Па-першае, раскажыце, сучасны ці мае сваю гісторыю, і па-другое, ці гэта ўсё ж такі якісьці комплекс? Отец Ян расскажет. Можно сказать, что у 1906 году был вельми старый костел у центре города. Ну и этот костел где-то около 20 годов только побыл. И бомбой взорвали костел. Это, ведаем, якая уладза была. И потом костела не было аж до 1986 года. И вот и священников тоже не было. И люди, ну так же, здесь много было немцев. И так что, ну вот вера где-то это была в сердцах у каждого человека. И потом первый священник Иосиф Свидницкий, такой миссионер здесь, особенно в Сибири, приехал и купил такой небольшой домик. И с этого домика сделал молитвенный дом.
и вот уже потом люди начали встречаться, и уже в 90-х годах приехали первые отцы такие, которые уже повседневно остались в Челябинске, и это были отцы с Германии, и начали строить храм. И вот наш храм самый большой в епархии. У нас храм очень большой, и живем мы в башне, и наша башня имеет 7 этажей. И вот, можно сказать, у нас каждый день зарадочка, бегаем, и вот жилая часть это от 4 этажа до 6, на 7 этаже колокольня. И также вот наш храм, вот в воскресенье отмечали 21 год было храму, можно сказать, новый храм. Ну, так что вот, комплекс большой, много, можно сказать, надо также влаживать сил, труда, чтобы, все содержать. Знаем, что условия также, можно сказать, зима – это зима. В прошлом году была теплая зима, минус 24 градуса. Можно сказать, что тепло было. А холодная это кольки? Больше 30. Первый год, как были, то минус 33 градуса. Слухайте... Зато красиво и тепло. У сердца должно тепло быть. Не могу не запытацца тады пра фінансы. Калі так не шмат прыхажан, то хіба што падтрымліваеце з якімі-небудзь арганізацыямі сувязі, там Реновабис, не ведаю, што яшчэ, Кірхенот, так ці не? Кожны год пішацца здесь такія праекты у Курыю. Проекты и конкретные, можно сказать, на коммунальные речи, и на содержание храма, на отопление, на свет, на воду, и также на пастырские поездки. Есть также отдельный проект, потому что шмат ездим, и вот также як есть возможность, то также детский лагерь, также каникулы с Богом. И так что 3 проекта отдельных пишется, надо потребности наши, какие мы говорим, насколько мы нуждаемся в течение года, и тогда высылаем это в Курию, а Курия уже ищет спонсора. Разные спонсоры, можно из Америки, и также с Германии, разные, с разных стран. И потом, конечно, 100% никогда помощи не достанем, но от 50 до 70% можем всегда такую поддержку достать, потому что если так на реалии сегодняшнего дня, то, конечно, я думаю, что ни один бы приход бы сам не мог бы содержать себя. Так, а вось рэшта тады вось ахвяраваннямі прыхажан, ці ахвярныя ўвогуле прыхажанне? Колькі, напрыклад, не ведаеце, можна ў сярэднім ахвяруюць вось на імшы, там, у нядзелю? У неделю так приходит, знаете, так до 100 человек, до карантина, можно сказать, до 100 человек. Великие свята, то может 150-160 человек быть, потому что из области приезжают. Так, знаете, до 10 тысяч русских. Так у каждой недели. Перекладите на белорусскую это. Это 350 рублей, наверное. За имшу, так, собираете? Угу. Так. И также тут у нас храм великий, под храмом маем также великий подвал, и также тут такая аренду, и супольность протестантов, корейцы, и также встречаемся, так у нас супольная молитва есть, едность косел и коммунизм. И так сотрудничаем, так само трошечку там платять нам за помещение, то заўсёды як-то трошечку там зарабляем, як говорится, які-то уклад парафіі ёсць. Калі ўжо зачапілі тэму экуменізму, раскажыце пра стасункі з праваслаўнымі. Колькі там, напрыклад, цэркваў вось у Челябінску? Шмат хіба што, не? Шмат. У нас стасункі добрыя, не воюем нават і молимся. У меня есть такі сябра, такі, можно сказать, наш ровесник Алексей Спицын, и он с семьей живе у кватэры у Коркіна, там, где маем филиал,
нават там порой подсказывае, як адпіванне хто-то памрэ ў яго сям'і, католік ці што. Ну і ён пробашчам у Розе, такая невялікая, можна сказаць, вёска ці гарадскі пасёлак. Ну і вось так мы з ім пазнаёміліся через другіх людзей. І ў інтэрнэце, вось цяпер у мяне дзень народзін быў у ліпцу, і у ліпеню ён прыехаў у госці, таксама мы паказалі, пагаварылі, гарбаты з торцікам папілі. І вось з ім так найлепшыя стасункі. Там таксама ў Міасе, калісьці у нас быў філіал, а цяпер Златоуст, там уже 30 кілометраў. І ў Міас прыглашалі нас, і тут раз у год Золотая горка рэпрэсій сталінізма. Всегда приглашают и мусульман, и православных, и католиков. Вот я 2 года ездил, может, в этом году поедем, поглядим. И так само день открытых дверей у техникуме есть. Там приезжает сюда имам Хатыб мусульманский, приезжает православный представитель, я и протестантский путера не приезжают. А так у нас район, як Гродно, 300 000 человек ЧМЗ, коли была война, сюда все заводы перевезли, тут и танки строили. Вот теперь еще один храм православный невеликий построили. То у нас на районе 3, а у самым Челябинску, может, 20-30 храмов православных. Теперь строить вельми великий, как для хоккейного тракторного комплекса кафедральный собор строить. У нас свой епископ есть православный в Челябинске. Сама область на 3 епархии делится православные. Ну, так понятно, что, как и у Польши, католических епархий дицезий больше, чем областей воеводств, так и тут на одну воеводство, на одну, это область 3 епархии православные. Ну и так порой вот Алексей Спицын, батюшка, говорил, что не хватает православных, все равно, что порой в области один батюшка, священник православный, 3-4 прихода обслуговывает, и порой там они повинны что-то там працу себе шукать, как семью утримать, прожить. Але так, вот, нема такого, как там что-то это... Слышим мы, что некоторые священники православные, особенно православные люди, такие неэдукованные, кажут, что католик, то не будем молиться, альбо выгоняюсь там, чи что. А так мы с отцом Яном ще у Беларуси працевали, у Польши любили православные храмы, у Польши, в Беларуси, в Смоленской листе ездили, и тут и ходим, и никто нас там ничего не говорит. Гости приезжают, мы православные храмы водим. Ну так, как и в Беларуси, в Украине, в России, думаю, теперь в современном мире во всем, больше всего атеистов, которые это только покрышенные, либо вообще не хотят признаваться до Бога, потом православные, потом очень много мусульман, потом протестанты, и потом мы, наверное, католики. Так вот, которые католики не ходят, может, человек 400, так как Ксенс Ян говорил, что около 100 до карантина приходило, а теперь после карантина 30 человек, теперь лето, дачи, сады, огороды, хоть и 1,5 миллиона город, але люди имеют такие это свои огородики, садики, ну и молодежи, детей хватает. В основном, какие, так, наверное, теперь во многих парафиях, приходах больше 50 лет, люди, может, 50% больше, але вот таких наших ровесников, чем молодших, тоже есть. Так, праца, так можно сказать, как и у Беларуси, чи там у Польши, только что катехизации не маем такой религии в школе, а дети приходят до нас, как и в многих приходах, парафиях Беларуси. У субботу, у неделю маем катехизацию для детей и молоді, а у понеділок для тих, хто хоче долучитися до костьола католицького. Ну і шмат і таких отпеваний, похорон, 2-3 у месяц бывают, что кто-то один остался у семьи, который кто треба по-католицку поховать. То у нас 3 варианта. Альбо в костеле отпеваем, альбо у похоронном доме, альбо на кладбище, так, альбо просто 4-й вариант, что не хочет ксензаться, только приходить мшу заказывают, и тогда мы молимся о покой души. Крещений много детей и взрослых, тоже человек 20-30 приняли за эти 2 года в католицкий костел. Несколько венчаний было, 3 или 5, да, за эти годы. Ну и так, 8 мша каждый день. В основном люди есть каждый день. И так, у неделю 1 только мша. По филиалам ездим, и так людям, наверное, так удобнее. У Екатеринбурге замалый костел, у нас великий, так что помещаются все. Министранты есть, хор есть, 3 органисты.
Так ось два канфесіянали заўсёды можам высповедаць, як хтось патрабуе. Цяпер як самаізаляцыя была, людзі баяліся хадзіць, заўсёды касцёл быў адкрыты, можна было памаліцца, на імшу людзі стараліся не хадзіць, але на духоўныя размовы ці на споведь заўсёды адвартыя і дзверы нашага касцёла, і нашыя сэрцы, і нашыя сакраменты святарства для людзей. Але ведаеце, вось вы пералічваеце, не пачула я зусім нічога пра місійную дзейнасць. Гэта збольшага ўсё ж такі традыцыйныя католікі у вас, правильно я зразумела? Ці ўсё ж такі ёсць такія новыя, так званыя католікі? Як для мяне, то супольнасць такая хрысціянская цяпер патрабуе місійнасці ў Італіі, ў Польшы, дзе 80% католікаў, так? Бо цяпер і тэлебачанне, і інтэрнэт людзей учыць зусім другому, ніж касцёл ці Бог, так? І кожны з нас патрабуе місійны касцёл. Ну, ў першую чаргу, місійнасць того, што вельмі вялікая адлегласць ад ксяндзоў, ад монахінь і ад супольнасцей тых хрысціянскіх. Это першае, што. Другое, то, што людзі патрабуюць, так, можна сказаць, сакраментаў, як і везде. Нема такого, што сошел с дерева, да, чи вышел из пустыни, чи из джунглей, треба ему говорить, что такое во имя Отца и Сына и Духа Святого, и Троицу Святую, и Святое Писание. Мы такого стараемся, чтобы люди читали Святое Писание, амаль у всех есть, ну и казання каждый день говорим, и так конференции, чи вось гэтыя вігійныя сустрэчы. Шмат зрабілі ксяндзы перед нами уже, бо уже 20 гадоў, як 21 год, як освячэнне касцёла, храма пабудавалі, і вы, ксёндз Ян, говорю, от 86-го года уже тут так шмат ідзе. Строілі у нас касцёл і хацелі ў Магнітагорскі на 1000 людзей, бо так было шмат. У Магнітагорскі асталася 5 палякаў вместо 1000, а тут асталася вместо 1000, можа, 30-50 немцаў. І думалі, што нямецкі касцёл, і казалі, можа, тут па-нямецку імшу, чи нямецкія урокі языка, мовы. Але некоторые поумирали. Большинство выехало в Германию благодаря немецким священникам, святарам. А некоторые поняли, что они просто немцы, а не католики или там лютеране, протестанты. И вот так засталось. Ну и так скажу, что, может, еще ксёндз Ян что-то скажете. Ну, что місцинність это полягає на тем, что, как говорит Папа Франциск, чтобы не сидеть на диване, а выходить до людей. Конечно, тут в России запрещено. Особенно слышали мы все про свидетелей Иеговых, чи протестантов, что на улицу не выйдешь и не будешь прокламовать Слово Божие, оглашать, только что чекаем на людей, как пришли, где мы бы ни были, признаемся, что мы католические ксяндзы, приглашаем в гости, ну и не боимся того, что мы ксяндзы, тут католики, что далеко на Урале, практически в Сибири, что будет в тюрьму посадить, чи выгонять. Маем вид на жительство у России, и мы белорусы, нас принимают, и мы ксяндзы католические, никто не мусульманские священники, имамы, хатыбы, не православные, не протестантские, не власти, как мы уже казали, никто там супротив нас ничего не робит, только двери открытые на небо для всех людей, кто хочет почуть про Бога, чи там поразмовлять, там так само хтось там польський потребує, чи там який язик, мову, то завжди можемо допомогти. Чи там як хтось буде хотіти виїхати у семінар, чи в монастир, завжди допомагаємо. Ну і так, ось покликання. Ще до нас тут були в монастирі же ночі пішли дівчини, і у Польщі ось, і у Росії святари чи семінаристи з регіону Уральська, так, чи з Челябинська самого. Ну і некоторые молодь говорять, що хочуть пойти пізніше в семінарію. Там, як нам провінціл сказав, коли був год назад, говорить, перше, що це ви допомагаєте локальному костьолу тут і біскупу, але друге, як не буде покликанню, то через 5-10 років, якщо буде хотіти біскуп, то ми закриємо, піднімемо покликанню в нашу семінарію, да, бо це місійна цель наша, що збавлення душ, допомога біскупу, яка були б покликані, бо як на некоторих місійних регіонах нема покликанню, то закриваються тоді такі приходи, такі наші ордена, монастири, і вертаються в Європу, бо так само бачимо, що в Європі потребують святоров, чи щось таке. Бо у нас гость говорить, що некоторі священники русские уезжают в Европу, чи здесь, говорить, в России нема что робить, для святора нема працы. Но это такое
самообман, наверное, да, потому что для святара праца везде есть, особливо в России. Так ксёндз Ян уже трохи скажет про Фатимскую, что Мария говорила про Россию. Ну, добрый отец каже, и правда тут можна сказать, что треба шукать так само людей, выходить до людей. И так, потому что часто, что привыкли некоторые, и может и так и ну, по-другому тут така, где у Европе, то часто, правда, может кто-то приведет что-то, тут така, як коли треба шукать этих людей, так само, вот, як уже приехали, то робим трансляцию, и мы уже 2 годы святой мши, и также ведем страничку парафиальную, и также у ВКонтакте, на Фейсбуку, Инстаграме, Ютуб-канал, ну, везде, как бы нас есть трошку тоже, как бы это людей где-то заинтересовать, что, правда, есть вера католическая, что есть костел, и шмат людей, вот даже так глядим на людей, які, правда, глядять, хоч проглядять, то до 7 тысяч доходить просмотров, бывает, что недельные мши из разных городов глядять. И, правда, это также, вот эта миссийность, что также можно говорить Слово Божие, правда, через интернет. Можно выходить и шукать людей. И вот это так само ну, вельми добрая евангелизация такая, также приглашаем, можно найти нас в интернете католики Челябинской и Челябинской области. Также поглядеть, как мы живем, как выглядит наш костел. Также трошечку отец сказал, хочу рассказать, як тут так, правда, Божьи знаки показывали нам, что мы, правда, ну, треба нам ехать в Россию, что мы хотим в Россию. Як можна трошечку історика більше понять, для чого так. Ще як вчилися, ми з отцом ходили в садик разом, были в школе разом, были в семинарии разом, и теперь 2 года уже разом робим. Можно сказать, от детства уже знаем всех и возрастаем в этой ласке Божией. Уже як были в семинаре, то всегда так трошечку говорили, о, хорошо бы было бы поехать в Россию. Но в России не было ни одного монастыря нашего, и так не ведали. Конечно, ведали, что эта территория вельми большая. Также я где-то в сердце так чул, что вот надо люблю Матку Божию Фатимскую, и Матка Божия и часто говорить про Россию. И вот я кажу, ну, як Матка Божия люблю, то треба слухать Матку Божию. И это вот где-то желание было, что треба ехать в Россию, потому что про Россию может быть спасение всего мира. И через эту молитву. Ну и также уже с отцом, як уже были святарами, и позвонил я его, а у нас была визитация, должны было приехать начальство в Беларусь, я тогда у Воронове робил, отец робил в Толодчине, и так созвонились, скажу, отец, давай напишем это письмо, что в Россию хотим поехать. Скажем, может, пока что нема дома, але может, коли-то будет дом, то припомнить про нас и позвонить нам, чтобы мы ехали в Россию. Ну и правда так поговорили. И неделя, наверное, прошла. В тот самый день звонит провинциал до отца Сергея и каже про Россию. Может, расскажешь этот кусок, как позвонил провинциал? Я был тогда на реколлекциях на западе Польши, ну и ксёндз Ян мне звонит, что сказал. Не буду повторять, и говорю, почекай, провинциал звонит. Говорит, Сергей, слухай, ты, как было рукоположение, свинцение у святары, то ты сказал, что можешь и в Польше, и в Беларуси працевать, и в России. Говорю, ну да, мужик сказал, мужик подтверждает. Такие слова были, цитирую. Ну и працевал я и в Польше, и в Беларуси. И как раз он предложил нам в России, говорит, Челябинск, и мне там перевели, я тебе пришлю, бискуп попросил. Ну и звоню до ксёндза Яна, что так, и это, и что нас будут приглашать в Россию. А в то время уже ксёндз Анджей Мажец, он поляк, працював у Берозі, у Жлобіні, костьоли будував, і він у Бранське працював там.
полуармянскі прыход быў парафіі, там дапамагаў, хацеў таксама тут паехаць на восток, у Сібір ці яшчэ далей. Ну і так вось предложили нам, уже было вядома, што поедем, але не до конца, яшчэ декрета у нас не было. И приехали, ксёндз Ян говорит, что начальство наше, вице-провинциал и эконом провинции, сначала до меня приехали, я сказал, что подтверждаю, что хочу ехать, и потом до ксёндза Яна, а еще перед этим мы были у Новогрудку, у нашей сябровки, одной и другой, у сестер Назаретанок, и у ксёндза Паулина так само, там у Новогрудской районе, у гостях, у Кареличах, так. И вот ксёндз Ян написал просьбу до мучениц новогрудских сестер, и мы поехали в лес, да, там, где похование, и да, должна была быть годовщина, так, и через несколько месяцев. Ну и вот едем до хаты на бусе парафиальным борновским, и звонит провинциал до ксёндза Яна, говорит, на твою просьбу была встреча провинциальной рады, совета, и мы подтверждаем, что вы поедете. Ну и потом мы поехали, ксёндз Ян з Ворнова, я з Толочина у Варшаву, з Варшавы в Познань, насчет документов, все договорились, и потом сябровка ксёндза Яна и моя предложила нам в Меджугорье поехать, такая перегрымка перед паломничеством, перед выездом сюда в Россию. Ну и вот обычно у нас 26 августа сменяем парафии, наши декреты, нам сказали 8, мы сказали, что не успеваем, то 15, говорит, что урочистость, свято, ну и говорим, что 17 прилетим, и 18 прилетели, нас встретил пробаш, ну и были мы у Меджугорья, там молились, и оказывается, что тут был еще православный греко-католический священник, жена его была нашим бухгалтером, 4 детей, и умер 8 числа, когда мы были в Меджугорье, то мы так его и не встретили, тоже уже 2 года как умер. Его треба было допомогчи его жене, вдове, и детям, сиротам. Дети уже большие, одна только несовершеннолетняя, такая трагедия, можно сказать. Ну и были немцы, словаки, вот гэты украинский греко-католический священник, теперь мы белорусы, и вот Матка Божия, Мать Божия нас вела сюда в Россию. Было тяжко, возвращались с Меджугорья, то и думали, что не долетим. Да, такие сильная бура, ураган был, и боялись лететь, а потом летели одним самолетом со Сплита в Загреб, потом с Загреба в Вену, из Вены летели в Минск, вроде бы самый лучший самолет, а под Минском тогда бура была, думали, что уже разобьемся, все боялись, только одна девочка радовалась, что это американские горки, даже стюардесса чуть переживала, хотели даже в Вильнюсе сойти самолет, а вот в Минск прилетели, и сюда в Россию так само летели, там трохи переживали, трохи расстроились о Челябинском, такие воздух плохие, такое, можно сказать, серое. Промышленное. Да, все такое, и там и мусор был, и что-то там ожидали больше, але вот привыкли, и теперь глядим совсем другим взглядом на Челябинск. Нам нравится здесь, и люди хорошие, и сам город, такие, помимо заводов и экологии, порой не всегда хорошие, але вот нам тут подобается. Ну и все то, что ожидали, что и люди будут ходить, да, и допомога біскупа, и Польши, и что только что собраты наши далеко белорусские, которым привітання передаем ксёндзу Олегу особливо, который, дякуючи йому сьогоднішня розмова є, що нас представив Радіо Марія. Колись ось я вже ксёндзу розказував, що было год назад, таки початок нашей працы з Радіо Марія Санкт-Петербург, тож по скайпу ми розмовляли, ось сьогодні з вами. Вельми нам то подобається, що я вошел к ксёндзу Яну у слово, хай ще розкаже про фігурку Матері Божої Фатимської. Ну і приїхали ми у Познань на зустрічу з провінціалом, вже офіційно там треба документи підписувати, умову. І я кажу провінціалу, ми їдемо у Росію, тільки маємо одне условие. Провінціал глядить на нас. Я кажу, у Росію не полетим без Матки Божої. И он так глядит на нас. Кажу, да, мы хотим Матку Божию Фатимскую скульптуру. Ну и у тое время сразу взял телефон и звонить у наш санктуариум, также где наши айцы по латыни робят у Закупаны. На Кшептувке
и там самый головный санктуарий Маці Божьей Фатимской, и звонит до там ксяндза Пробушча и кажет, что вот братья едут в Россию, что будет возможность договориться у Фатимы, у Португалии с фигуркой Матки Божией. Ну и он кажет, зараз я вам перезвоню. Не прошло, может, полгодины, звонить, что фигурка есть. Будет привезена у Закопанной и кажет, что в сентябре будет представитель Папы Римского, кардинал Роберт Сарах. Знаем, что известный и ответственный за литургию во всей церкви. И также вот он осветит Деву Марию на миссии братьев Палатинов в России. Ну все, как бы спокойно, уже Матерь Божия есть. Ну и так уже у нас здесь тоже престольный праздник, 8 декабря, праздник Марии. И что? Дева Мария прилетит в Челябинск. Ну и правда, Мария прилетела вечером, эконом наш привез из Польши Деву Марию. Было вечер, и тоже 21 час был, и все возле церкви ждали со свечками, и Матерь Божия прилетела к нам в Челябинск. Здесь также сделали специальный алтарь к Деве Марии, также вот эта тумба, где она мраморная, где она стоит почти тонна. Трудно, 10 мужчин заносило эту тумбу, но как-то с Божьей помощью донесли. И вот Дева Мария уже почти 2 года с нами. И также вот как бы есть развитие вот этого культа Матери Божией Фатимской. Вот первые субботы месяца также ввели, и каждая среда называется у нас Марийная среда, и есть также новенна к Деве Марии. Люди пишут записочки, просьбы, благодарения, и также вот через это последнее время много чудес происходит. Вот можем сказать, также вот месяц назад одна женщина была больше, чем полгода в коме, также вот ее тетя молилась. Здесь также вот она, наша прихожанка, за свою племянницу к Деве Марии, и также вот месяц назад она проснулась. И уже, слава Богу, идет на поправку. И вот также кто-то там просит, чтобы поступить, или что-то. Вот даже последний пример вчера такая одна девушка приехала, позвонила, или может у нас переночевать здесь, на территории храма, из Москвы, балерина, и также вот хочет здесь попробовать поработать в Челябинске. Ей вчера как раз Марийная среда была, я говорю, иди к Деве Марии, напиши записочку. Ну и вот сегодня в 10 утра было там прослушивание, встреча, и взяли ее. Я говорю, она такая рада, я говорю, видишь, Мария тебе помогла, иди сегодня, правда, уже улетела в Москву, но написала записочку благодарения Матери Божией, и вот также уже собираем такую хронику, ведем, как вот Дева Мария приехала, как вот эти все встречи проходят. Также вот книга просьб и книга благодарений к Деве Марии есть. И также вот и в прошлом году, 13 мая, была первая процессия с Девой Марией. И вот в епархии здесь как бы вот есть скульптуры, но нету нигде процессий, что вот каждый месяц. Но вот мы от мая до октября, дождь не дождь, всегда есть процессия с Девой Марией вокруг храма. И также вот развитие вот этого культа, также вот может несколько месяцев назад распечатали такой большой портрет детей фатимских, и также вот уже в начале мая узнали, что также наши братья, бывший наш эконом, договорился с мощами святых детей фатимских. Вот для того говорил, что вот мы молимся и надеемся, что будет санктуариум. Потому что вот как бы не зря Дева Мария так нам помогает, видим вот такое благословение, и так что вот это конкретно как бы вот миссия, что Мария говорила про Россию. И вот призываем вот каждый человек, и вот часто вот последний раз вот
тоже вот, может, месяц назад встретил такую женщину, приехала здесь службу заказать, сама православная, и она, вот я говорю, вот немножко там про Деву Марию рассказала, она говорит, вот много также в церквей, ну, православных почитается Дева Мария, также, ну, говорят, что, правда, Мария выбирает Россию, что вот, правда, столько людей молится, столько людей также хочет обрести вот этот мир в своей жизни, и также вот, ну, Мария призывает к молитве. Вот, правда, если посмотрим на всю Россию и посмотрим, если все начнут верить в Бога, ну, какая-то сила. Отец Ян, отец Сергей, уже час просто эфірны гляжу, у нас заканчивается. Да, як заўсёды... Так. Заўсёды прашу яшчэ напрыканцы, так, хіба што сочыце за падзеямі Беларусі, то, можа быць, скіруйце свае словы вось да сваіх землякоў, да беларусаў напрыканцы, і тады ўжо з вамі развітаемся на гэтым. Ну, мы дзякуем за размовы, за то, што маглі сёння паразмаўляць, і, можна сказаць, праз гэту размову памаліцца разам. Просим молиться за нас, за наш приход, за Россию. И мы с ксёндзом Яном и наши прихожане каждый день молимся за Беларусь, молимся за народ белорусский, каб у сердцах людей был Бог, каб люди памятали, что Бог живе в Беларуси. И вельми мне радуе то, что каждый день адорации есть за Беларусь у Беларуси, в костелах, что это объединовывает людей, и православных, и протестантов, и католиков, и все религии, которые есть в Беларуси. Мы за мир. Я был в отпуске, ксёндз Ян едет в отпуск, наши семьи, родители, братья, друзья у Беларуси, святары наши, монахини. Мы вельми переживаем. Для нас это вельми тяжко, и каждый день кто-то пытается чи з Польщі, чи з України, чи з Росії, чи з Білорусі, чи сім'я наша у порядку, чи все добре. Ну і ось тяжко гэта ўсё, можна сказаць, да гэта ішло, люди хочуць свободы, люди хочуць независимости. Главное, каб не было бы каких-то таких спрэчак, каб шанавалі друг друга, размаўлялі, каб гэтыя стороны дошли бы до поеднання. Мы будем молиться кожны дзень і далей, і колькі гэта трэба будзе, і заўсёды памятаем у малітве, бо мы беларусы, хоць і, можна сказаць, з паходжання палякі, працуем у Расіі, але мы выхоўваліся ў Беларусі, для нас Беларусь гэта наша радзіма, і хочам, каб усё было бы добра, і ведаем, што Бог з намі. Главное, каб людзі, которые хочуць адзін другіх пачуць, каб умелі пачуць, і каб ведалі, што Бог гаворыць у сэрцах, і што Бог над намі правіць, без розніцы, хто будзе правіць страной, хто будзе уладай, але каб Бог быў бы на першым месцы, тады ўсё будзе на сваім месцы. Памятаю малітву, дзякую. Дзякую вам вялікі. Марыя аберагае кожнага з вас, хай дае шмат радасці, як Ян Павел II сказаў, што праз Марыю самы прасцейшы путь да Езуса. Вот, ад усяго сэрца жадаем, каб Езус быў заўсёды ў першым у жыцці. Дзякую вам вялікі, з Богам. З Богом. Дзякуем. Дзякуем. Місійны касцёл. Пасланнікі Хрыста ў свеце.